Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги, ребята и их родители, жители и гости столицы. Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии третьего республиканского открытого фестиваля художественного войлока «Войлок-фест», посвященного 450-летию города Уфы и Году семьи в России. Вашему вниманию представляем дефиле коллекции стилизованного войлочного костюма «Хазина. Сокровищница». Представляет дефиле народная студия башкирского народного костюма «Сельтер», город Уфа, культурный центр Атайсал, Республиканского центра народного творчества, руководитель Хайреддинова Фатима Салаватовна. Художественный войлок – интересная составляющая современного художественного мира. Сегодня один из самых старых традиционных материалов вновь обретает актуальность, во многом превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного выражения. Основная цель фестиваля прежняя – это создание благоприятных условий для сохранения, развития и популяризации художественного войлока как основного материала всех тюркских народов. На это направлены конкурсная выставка и фестивальная культурная просветительская программа. Творческая концепция фестиваля – создание креативного творческого пространства, которое позволит поддержать развитие профессионализма и педагогического опыта художников-педагогов, работающих с художественным войлоком, выявить и поддержать творческий потенциал юных художников, осваивающих азы искусства войлочного валяния, выявить и поддержать творческий потенциал народных мастеров, профессиональных и молодых художников, и предоставить возможность свободного доступа к культурным ценностям и информации об истории и традициях уникальной технологии древнего ремесла войлок Республики Башкортостан, его современном состоянии в декоративно-прикладном искусстве и индустрии моды. В рамках фестиваля «Войлок-фест» проводится конкурсная выставка на лучшее художественное произведение из войлока среди народных мастеров, молодых и профессиональных художников в Республике Башкортостан, но и других регионов России и зарубежья. Всего на первый отборочный тур на суд жюри было принято 143 заявки, 390 произведений, 727 авторов. Для участия в конкурсной выставке фестиваля принято 76 заявок от 598 авторов. Экспозицию конкурсной выставки, на которой вы сейчас присутствуете, составили около 100 произведений профессиональных художников, молодых художников, народных мастеров,
в том числе не только из городов и сел Башкортостана, но и из городов и сел России и ближнего зарубежья. Именно из этих работ жюри конкурса определит победителей, которые будут удостоены дипломов лауреата 1, 2, 3 степеней в каждой возрастной группе и в каждой номинации. Самое яркое и образное произведение получит высшую награду диплом Гран-при. А для приветственного слова приглашаем руководителя организации, представившей данный проект, председателя оргкомитета фестиваля, члена жюри конкурсной выставки, директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы номер 2 города Уфы Мазитова Наиля Миневалиевича. Спасибо, Лейсан. Доброго дня, дорогие друзья. Сегодня мы открываем Третий республиканский открытый фестиваль художественного войлока «Войлок-фест». И я вот вам с радостью сообщаю, что со мной находится рядом автор идеи вот этого фестиваля Гильманова Лейсан Ириковна. Спасибо. Она является идейным вдохновителем. И, в общем, всю работу, которая очень, я бы сказал, тяжелая работа по организации и выставки, и фестиваля, ведет она на своих хрупких плечах. Спасибо ей за это. Данный проект мы реализуем совместно с Башкирским государственным художественным музеем имени Нестерова, и поддерживает нас в этом лично Игнатенко Светлана Владиславовна. Сейчас я хочу предоставить слово Светлане Владиславовне, которая нас все это время поддерживает и вводит в мир искусства. Вот сейчас вы увидели, что перед вами стояли два замечательных человека. Это Лейсан Гильманова, которая родила эту идею, она воплощает ее уже 3-й раз в жизни, 21-й, 23-й, вот сейчас 24-й год. Ее замечательный руководитель, директор детской художественной школы номер 2 Наиль Миневалиевич Мазитов. Можно вас сюда на секундочку? Я всегда говорю о том, что Наиль Миневалиевич – это руководитель сегодняшнего дня, руководитель нового такого поколения. Слава Богу, есть рядом музей. Слава Богу, есть Стелла Юльевна Маркова, которая возглавляет секцию декоративно-прикладного искусства. Сделала неоценимо много для развития художественного текстиля в республике. Она тоже в этой же, в нашей команде, которые вот этому славному человеку и директору школы, и всему педагогическому коллективу, как мы можем, мы оказываем эту помощь. То есть, понимаете, когда благое дело, которым, родоначальником которого стала Лейсан Гильманова, сама блистательный художник, которая недавно, год назад, да, стала членом Союза художников России, была принята в Союз художников России, является членом многих других очень серьезных организаций. Вот когда собирается такая команда, сначала минимальная, она обязательно обрастает друзьями. Такие вот бусинки нанизываются на ниточку, все составляющие, которые позволяют сделать любой проект, вот это товарищество, дружба, взаимопонимание, профессионализм. И этот удивительный арт-мост между поколениями, моим поколением, Стеллы Юльны, Наиля Миневалиевича и Лейсан Гильмановой, вот этот арт-мост, он позволяет сделать такой блистательный проект. Поэтому сначала, дорогие мои, Наиль Миневалиевич, Лейсан, дорогая моя, Ириковна, поздравляю вас с 3-м фестивалем. Он вступил сегодня в пору своей уже зрелости, 3-й республиканский открытый фестиваль художественного войлока, который, конечно, предоставил нам удивительное, совершенно уникальное пространство сегодня в выставочном зале «Ижад». За этим фестивалем стоит целый отряд единомышленников, людей, уважающих и любящих друг друга, понимающих друг друга с полуслова. Поэтому, дорогие, уважаемые, любимые, школа, музей, Ижад, управление культуры, если здесь кто-то есть из города управления культуры, низкий поклон всем за поддержку той инициативы, которая рождена вот таким молодым и красивым художником. Обнимаю тебя, люблю. Всех Спасибо. ее ног. Спасибо.
Спасибо, Удачи. Приветственное слово приглашается председатель жюри, заслуженный художник Республики Башкортостан, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, художник по войлоку, график, живописец, педагог, профессор, руководитель Центра художественного войлока Талгат Хасанович Масалимов. Вот сегодняшняя выставка, сегодняшний праздник, я вот очень уверенно называю это праздником. Интерес с каждым разом возрастает. Участниками являются как уже маститые мастера этого дела, и рядом с ними молодые, начинающие художники. Я хочу сказать большое спасибо членам жюри за объективные суждения. Хочу сказать большое спасибо вам, уважаемые любители войлока в целом. И хочу пожелать вам и нам всем мирного неба, чтобы все это вот осуществлять, здоровья и творческих успехов. Мы все творческие люди. Бог нам это дал. Поэтому еще раз поздравляю. Спасибо. Спасибо, Талгат Хасанович. Следующим приветственным словом приглашается автор экспозиции конкурсной выставки, заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников России Маркова Стелла Юльевна. Спасибо. Это действительно очень знаменательное событие для всех художников-прикладников, не только Башкирии, но, как оказалось, и всей России, и даже зарубежья. Это такой фестиваль, который может быть визитной карточкой Башкирии и должен быть обязательно. Вот. И уже первые шаги сделаны, то, что так хорошо представлены вот на этой экспозиции известнейшие художники, которые работают и в Москве, Санкт-Петербурге, и в других городах. Вот. Поэтому успехов нам всем, фестивалю. Большое спасибо всем. Спасибо вам, Стелла Юрьевна. Со следующим приветственным словом куратор и художественный руководитель тематических проектов, в том числе выполненных в техниках войлока, Сюткевич Ольга Юрьевна. Приветствую всех участников, приветствую гостей. Благодарю всех, кто принял участие, доставил удовольствие комиссии, доставил удовольствие первым зрителям. Благодарю коллег за совместное сотрудничество, совместное понимание дела и продвижение войлока в дальнейшем. Желаю всем здоровья, желаю всем мира, желаю всем творчества. Спасибо. Художник по войлоку, педагог, преподаватель детской художественной школы номер 1 города Стерлитамака, член Союза художников России, член Международного союза педагогов художников Мухамедьярова Гузель Тимирбековна. Хочу поблагодарить всех присутствующих, всех, кто выставлялся в этом замечательном зале. Очень было сложно жюрить такие интересные работы, очень много работ. Спасибо вам за предоставленное удовольствие. Следующий выступающий это художник по войлоку, педагог, преподаватель детской художественной школы города Нефтекамска, член Союза художников России Гилязова Зефира Фельхатовна. Добрый вечер, уважаемые уфимцы. Поздравляю вас с открытием вот такой замечательной выставки. Это очень здорово. Поздравляю вас с 450-летием города Уфы. Сегодня вы пришли на выставку творения рук человеческих. Сегодняшняя выставка, она еще показывает, в каком направлении дальше двигаться войлоку. Казалось, за эти 21 год, с того времени, как с 2003 года начал возрождаться в нашей республике войлок, казалось бы, все уже сделано, да? А тут на этой выставке вы увидите совершенно новые вещи и в каком направлении может двигаться войлок дальше. Поэтому поздравляю и нас всех, и вас
С открытием выставки. Спасибо. Спасибо большое. И сейчас я хочу пригласить, так сказать, на сцену тех участников, которые у нас в эти 4 дня приехали гости Войлокфеста. Это у нас Волкова Алина, город Санкт-Петербург. Да. Рады приветствовать вас. Приехали к нам. Она проведет мастер-класс по выполнению броши в технике сухого валяния «Чайка», да? 25 числа. Следующий выступающий у нас Маламут Мария Овсеевна. Вы здесь? Идемте. Ваша карусель всех зажгла. Тема Рождества, праздника. И здесь вот я очень люблю процитировать нашу Красную площадь, вот, Кремлевскую стену, где, в общем-то, традиционно устраиваются вот эти вот рождественские гуляния. Работа выполнена в 23-м году в технике авторской сочетания мокрого и сухого валяния. Следующий гость нашего фестиваля – это Горб Анна Владимировна. Идемте. Это город Златоуст Челябинской области. Она покажет мастер-класс по созданию сувенира валенки. Мы будем валенки валять. Приходите. И следующий участник, который приехал у нас из Барнаула, Панина Екатерина. Спасибо. Будет очень замечательный и веселый мастер-класс по созданию броши мака. Приходите обязательно. В экспозиции конкурсной выставки вы встретите их работы. У Екатерины у нас комплект бижутерии, увидите. У Анны у нас панно «Кора дуба». И Мария Овсеевна у нас проведет 2 больших грандиозных монументальных панно. Это карусель, вот за этой стеной сразу будет. И Священное дерево. Священное дерево, да. Алина у нас проведет мастер-класс очень замечательно, поэтому мы очень быстро к ней побежим на мастер-класс. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, дорогие друзья, приходите на мастер-класс, мы ждем вас. Приходите на сцену, участники мастер-класса. Санама с Ириной Эдуардовной мы видим. Также у нас участник мастер-класса Альбина Раисовна Шаймуратова. Она координатор нашего проекта, встречала всех гостей на своей машине, всех возила, вывозила, культурную программу им проводила. Участвую в фестивале Войлокофест уже 2-й раз. Познакомилась я с Лисан Ириковной Гельмановой, потому что мы коллеги и работаем в одном художественном направлении с детьми. А теперь уже начали работать как художники, так скажем, в своем профессиональном художественном направлении. На данный Войлокофест, на данный фестиваль, конкурс, выставку я представила вот такие комплекты бижутерии. Первая работа зеленая называется «Наедине с природой», навеяна именно, наверное, зелеными городскими улицами города Уфы. А вторая работа называется «Звон колокольчиков». Здесь тоже такая, ближе, наверное, осенняя тематика. Вот. Ну, то есть все берется от природы. Вот такие формы. Ну и плюс бижутерия, она же практичная. То есть для женщин, я думаю, для хорошего настроения, для своего лица такую бижутерию будет носить очень здорово. Мой координатор проекта, мы сваляли в прошлом году ковер, и везде уже его вывезли, покочевали с ним, и на проектах везде со мной Ольга Александровна. В этом году мы с Наилем Алиевичем съездили в Москву, поучаствовали во всероссийском конкурсе ресурсного центра по межнациональным отношениям. И вот наша команда, Ольга Александровна, я и Наиль Алиевич, выиграли субсидию. Поэтому, помимо того, что у нас культурно-просветительская программа из 30 мероприятий будет, у нас еще будет межрегиональный этнохудожественный семинар-практикум, на котором нам приедут еще другие гости из других городов и регионов. Спасибо. Всех поздравляю с открытием выставки. Спасибо, что пришли. Без вас эта выставка не состоялась бы, потому что вы нам нужны как воздух, наши дорогие люди Войлока.
ценителей искусства. Спасибо вам. Объявляется выставка открытой. Ура! Сейчас скажу все. Я благодарю всех за поддержку, за внимание, за энтузиазм, который вы мой поддерживаете, сопровождаете. И, конечно, в прошлом году у нас был год педагога и наставника. Вот у меня 2 в жизни наставника есть. Это, получается, мой научный руководитель, который сопровождает мой проект, консультирует во всем, ведет. Это Светлана Владиславовна Игнатенко. Спасибо. Ой, какая. Спасибо, моя ягодка. Спасибо. Давай. Поцеловаться. Поцеловаться. Моя солнышко. И второе, наверное, самый в жизни главный человек у каждого человека – это мама. И так уж И так уж получилось, что у моей мамы Хакимовой Фатимы Мерзиновны сегодня день рождения. От души поздравляю и желаю счастья и любви. И тебя тоже поцелуйчик. Спасибо всем людям, которые поддерживают мою дочь. Спасибо. Дорогие друзья, обнимаю, целую вас безмерно всех, кто сегодня пришел. И прошу посетить залы выставочного зала Ижат Башкирского государственного художественного музея Михаила Васильевича Нестерова. А также сегодня у нас состоится лекция «Художественный войлок Башкортостана. История современности». Сейчас мы вытащим экран, буквально 15 минут, 20, подготовимся, и вы можете сначала посмотреть выставку, а потом посетить лекцию и мастер-класс. Мастер-класс мы совместно с Гузель Темирбековной проведем. Мастер-класс в традиционной технике валивания узора. Просим и говорим, что выставка открыта. Ура! Приветствие наших гостей. Я, как гость вашего фестиваля, хочу сказать ответное слово. Участник. Участник, да, как гость, я как физическое лицо здесь прибыла из Барнаула. Это все с приключениями, с пересадками. Я хочу сказать огромную благодарность, высказать организаторам этого конкурса. Я начинающий, вообще народный мастер, сама увлеклась. И какой, прибыв сюда, приняв сначала участие, а потом прибыв сюда, я ощутила огромную поддержку. Я влилась в сообщество людей, таких же увлеченных. Спасибо за вас красивый, чистый город. Видно, как вы его любите. У нас проводили по исторической части, как аккуратно вписаны, конечно, исторические здания и новые. Мне очень все понравилось. Но опять же, художники, создатели, любители войлока. Я сейчас по именам не повторю ваши чудесные имена все. Но спасибо вам большое за такое мероприятие. Приехав сюда, я получила второе дыхание, вдохновилась и буду участвовать дальше. Спасибо. У нас сегодня с утра, буквально с 9 утра, мы уже здесь собрались, провели заседание жюри конкурсной выставки, и все те работы, которые вы сейчас увидите, были уже оценены экспертным жюри. Поэтому я приглашаю на сцену председателя конкурсного жюри и зампредседателя. У нас с Талгат Хасановичем, вот мы друзья давние. Я просто хочу сказать, что мы решили сейчас исключение, потому что сами в легком таком состоянии радости, такой какой-то странно не приходящий к нам давно. Среди нас есть сейчас художник, который сегодня решением жюри удостоен гран-при. Ну, пожалуйста, Лисан, давай, называй. Можете зажмуриться, можете гадать, кто это. Вот, кто-то здесь из этих 4 дам. Да, вышло так, что один из приглашенных гостей, которые к нам сегодня приехали, и заслуженно получили гран-при конкурсной выставки фестиваля Войлок Фест, это декоративное панно «Карусель», автор Маламут Мария Арсеньевна, город Москва. А это вам на память о том, какой у нас был проект. Это потрясающе. Да, да. Поздравляем. Да. Может быть, вы еще и на закрытие приедете? Ой, в шоке. нет слов, шок.
Вот, этого мы и добивались. Еще раз. Можно я скажу? Конечно. Конечно, конечно. Вот, просто, во-первых, я уже была вот счастлива оказаться в кругу единомышленников, потому что в Москве, ну, валяют буквально там 3 человека, и мы скорее как экзотика, такие, ну, крейзи немножко. А тут валяют все на высочайшем уровне. Я, когда заглянула, мне казалось, мне надо еще учиться и учиться. Мы были вот на выставке «Белая нить», да, тоже вот сходите все обязательно, высочайший уровень, просто вот то, что Лейсан готовит сюрприз, там креативный войлок, по-моему, здесь креативные все. Вот, так что спасибо от души. Спасибо большое вам. И сейчас на самое сладкое у нас выступление народной студии башкирского национального костюма «Сяктар», руководитель Харидинова Фатима Салаватовна.